Амбожапцибиков. Избранные труды. Часть 15. Исторический очерк «Забайкальское, бурятское, казачье войско». В 14 части мы прочли первую главу исторического очерка «Происхождение». Далее вторая глава «Быт казаков-бурят». В общем, буряты-казаки считались таковыми и в течение 150 лет и прожили неразлучно со своими сородичами ясачными, ничем не отличаясь от них по своему внутреннему быту. Эта совместная жизнь поддерживалась национальными обычаями и обрядами, только в административном отношении казаки имели отдельное землепользование и отдельную организацию власти. В будничной и праздничной жизни они носили одинаковые костюмы и украшения, жили в таких же жилищах, как и ясачные. Эволюция костюмов и жизни происходила в равной мере. Сначала жили в войлочных юртах, затем стали строить деревянные юрты. Как те, так и другие исповедовали одну буддийскую религию и содержали общие монастыри и другие религиозные учреждения. О бурятах-казаках, принимавших православие, нужно сказать то же, что и про ясачных, кои с принятием новой религии поселялись среди русских и отрывались от общенациональной жизни. Казаки-буряты одинаково с ясачными имели дацаны и исполняли в них те же функции, что и последние, но только с приходом в надлежащий возраст они отбывали воинскую повинность, после чего возвращались в старые места, в дацанах, и продолжали исповедовать свое учение. Были, конечно, случаи оставления ламского звания, но это едва ли происходило от влияния отбывания повинности, а скорее были на то индивидуальные причины. Глава 3. Хозяйство. Хозяйство бурят-казаков, как и ясачных, сначала было исключительно скотоводческое. Если искать причины добровольного зачисления бурят в казаки, а затем отстаивания ими сохранения за собой этого звания, несмотря на все неудобство отбывания воинской службы, сначала дозорной, а затем действительной, наравне с русскими казаками, то значительную, если не главную причину, можно найти именно в земельном вопросе. Иллюстрацией этого может служить следующий случай. Мензинский караул с 1728 года содержался 11 родами хоринских бурят. В 1796 году их главный тайшар Инцеев просил иркутского губернатора Нагеля освободить бурят от содержания этого караула. Но такая просьба не была уважена, и хоринцев оставили на этой службе. Через 7 лет, 13 марта 1803 года, иркутский военный губернатор по просьбе того же тайши приказал пограничной канцелярии в случае неимения уважительных причин освободить хоринцев и назначить на караул бурят-казаков по своему усмотрению. Запрошенный по этому вопросу главный атаман казаков-бурят Циренов, соглашаясь принять караул, просил уступить бурятскому казачьему войску прилегающие к Мензе кочевья и звероловные места. Хоринцы тогда отказались от такой уступки и сами согласились продолжать содержание караула. Бурятам вообще с самого начала их совместной жизни с приходящими в край русскими ясно было утеснение их в землепользовании. Чтобы хоть немного ограничить это утеснение, они приняли казачество. Кроме того, как уже отмечалось, буряты рассчитывали на возможность кочевать вблизи границы с Монголией, где земельного простора было значительно больше. Но уже в конце XVIII века кочевья бурятских казаков были значительно сокращены выходцами из Польши, семейскими.
16 мая 1797 года пограничная канцелярия донесла иркутскому губернатору о стеснении бурят-казаков земельными угодьями и представила проект о некоторых изменениях их устройства. Это ходатайство было оставлено без удовлетворения. Затем в 1803 году казачье начальство просило возвратить бурятам землю, занятую польскими переселенцами, или, по крайней мере, дать им возможность селиться близ границы и отделить их от улусов ясачных, удалив последних от границы. Такое ходатайство также не было удовлетворено. Казакам-бурятам представлено было искать самим выхода из стесненного земельного положения. Они нашли его в переходе от обычного скотоводческого хозяйства к необычному земледельческому. Казаки-буряты быстро перешли на новое хозяйство. Так, в 1806 году они уже засевали 1690 десятин. Но все же главным занятием казаков оставалось скотоводство. Не рассматривая дальнейшего развития земледельческого хозяйства, бурят-казаков, обратимся прямо к последним доступным материалам, а именно материалам переписи Куламзинской комиссии 1897 года. По данным этой переписи, у бурят-казаков Селенгинского и Троицко-Савского округов были пашни. У селенгинцев 7847,4 десятины, Троицко-Савских 6613,5, всего 14460,9 десятины. Сенокосных угодий у селенгинских 5194 десятины, Троицко-Савских 1317, всего 6511 десятин. У инородцев селенгинских 22 928 десятины пашни и 16 623 сенокоса. На одно казачье хозяйство приходится пашни 3,5 десятины, покоса 2,7, а у бурят ясачных пашни 1,5, сенокоса 2 десятины. Лошадей приходится на одно казачье устройство 4, рогатого скота всякого возраста 11,6, овец и коз 24, а у инородцев лошадей 4,8, рогатого скота 15, овец 17,7. Ясно, что у казаков-бурят было более земельного простора, чем у ясачных, и хозяйство у них было более устойчивое. Но если сравнить казаков-бурят с казаками русскими, то пашни у первых оказываются значительно меньше, то есть на русское казачье хозяйство приходилось в среднем около 6,8 десятины пашни, правда, скота меньше, а потому и покосов около 0,6 десятины на хозяйство. Если же обратиться к казакам-тунгусам, то у них оказывается пашни и сенокоса на хозяйство по 0,14 десятины. При этом лошадей 3,5 головы, рогатого скота около 8, овец и коз около 9 голов. Из этого видно, что у тунгусов хозяйство было еще меньше, чем у бурят-казаков. По округам при грубом начислении приходилось на казаков-бурят по Селенгинскому округу 62,65 десятины на мужскую душу, в Троицко-Савском округе 38,72 десятины, у ясачных, у инородцев Селенгинского округа 28,24 десятины. Из всего этого видно, что казаки-буряты имели гораздо больше земельный простор для ведения своего хозяйства, но выгоды от такого земельного преимущества, по-видимому, всецело поглощались воинской повинностью, которая требовала от них особенного снаряжения холодным оружием, лошадью и седлом и тому прочее при выходе на службу.
Избавиться от такой воинской повинности было первейшей задачей бурят-казаков, которые к тому имели и другие причины. Глава 4. Буряты, казаки как воины. Как видно из очерков возникновения бурятского казачьего войска, правительство было вынуждено прибегнуть к нему в силу политического положения на китайско-монгольской границе, но при этом относилось к этому войску с некоторым недоверием и поэтому надолго оставило его без огнестрельного оружия. Бурятские казаки должны были нести службу, вооруженные луками и стрелами, кои заготовляли сами. Некоторые имели и пики, но ими владели плохо, как вообще плохо стреляли и из луков, так как у них совершенно не было обучения. Однако, по сведениям 1840 года, среди казаков-бурят встречались хорошие стрелки из ружья, купленного на свой счет. Мало-помалу казаки-буряты осознали преимущество огнестрельного оружия и стали приобретать его. Ружье стоило 20 рублей ассигнациями, тогда как хороший лук с комплектом стрел обходился в 30-50 рублей. У бурят-казаков отсутствовало строевое обучение. На смотре они являлись без однообразного снаряжения. Главная служба их заключалась в объезде границы, который состоял в том, что из каждого караула ежедневно выделяли 3 всадников, 1 русский и 2 бурята, которые проезжали вдоль границы до встречи с другим таким же разъездом приблизительно на середине расстояния между караулами. Здесь они обменивались записками, выданными смотрителями караулов. Если расстояние между караулами было значительное, то на место встречи дозоров ставились избушки. Эти избушки содержались отставными казаками и впоследствии мало-помалу обращались в настоящие караулы поселения. Буряты сначала несли такую службу наездами через 3 года на 4-й, но обычно посылать за себя наемников послужил к тому, что эти наемники, будучи хозяйственно бессильны, должны были селиться при пограничных караулах вместе со своими семействами. Сейчас еще одной из причин поселения казаков-бурят при границе были так называемые отводные караулы. Дело в том, что объезды границы из дальних внутренних караулов были связаны с неудобствами. Для избежания этих неудобств стали строить дома ближе к границе и ставить там посты в составе 1 урядника, 4 русских и 10 бурятских казаков. Казаки, кроме пограничной службы, командировались на другие работы, например, на конвоирование миссии в Пекин через каждые 10 лет, на несение полицейской службы в Троицко-Савске, для чистки ревени туда же и тому прочее. При Кяхтинской таможне постоянно служило 50 бурятских казаков. Про бурят-казаков, как воинов, каждый администратор давал свои отзывы, смотря по тому, о чем хотел ходатайствовать. Так, генерал-губернатор Броневский в 1835 году предлагал обратить их в ясачное состояние, находил как воинов необученными и бесполезными. Такое же мнение высказывал в 1838 году Руперт. Любимов же, находивший, что бурят-казаков нужно оставить в прежнем положении, считал их отличными стрелками и наездниками, вполне пригодными для пограничной службы. Как кочевники, доказывал Любимов, буряты обладали особенной способностью к открытию следов скота и лошадей, переходивших границу в ночное время, в чем русские казаки не способны их заменить. Наконец, Муравьев писал: «Братская, то есть бурятская, бригада не отстает от русских бригад, и спрашивают для них оружие и штаты наравне с русскими полками». Таковы были отзывы высших административных лиц о бурятах-казаках как воинах. Впоследствии они несли службу вместе с русскими и как отдельное войско исчезли
для наблюдений. Глава 5. Культурное положение. Буряты-казаки в культурном отношении также стояли на одном уровне со своими сородичами ясачными, только отбывавшие воинскую повинность становились несколько развитие в обыденной жизни, но затем долгое пребывание в запасе снова сравнивало их с сородичами. Русское правительство не особенно заботилось о поднятии культурного уровня бурят, если не упомянуть о русско-монгольской школе для детей бурятских казаков и ясачных в Троицко-Савске, утвержденной в 1833 году. На эту школу ежегодно казна отпускала 1500 рублей, а остальные 3243 рубля, потребные на ее содержание, вносили сами буряты. К 1844 году в школе окончили курс до 50 детей бурят-казаков. В этой школе получили начальное образование наш известный ориенталист Доржи-Банзаров, а также переводчик, участвовавший в заключении Муравьевым-Айгунского договора, Шишмарев, почти полвека прослуживший консулом в Урге. Школа толмачей и переводчиков была учреждена также в монгольской Урге при консульстве в 1864 году. Условием приема в нее было окончание двухклассного училища. Состоя в ведении Министерства иностранных дел, эта школа выпустила много толмачей и переводчиков, участвовавших в различных переговорах с монгольскими и китайскими властями. В ней было несколько стипендий для казачьих детей. Из школы вышел известный бурятский общественный деятель Раднажаб Бимбаев, оставивший после себя несколько доступных русско-монгольских и монгольско-русских словарей. Состоя в общеказачьем русском сословии, буряты-казаки, конечно, должны были в равной степени с другими пользоваться общими благами, так как они принимали участие и в накоплении войсковых капиталов и стипендий в учебных заведениях. Так, в Читинской гимназии было до 10 стипендий для детей казаков. За 30 лет существования этой гимназии с 1884 до 1914 года в ней обучался, насколько известно пишущему этот очерк, только один стипендиат-бурят Цбектаров, окончивший затем военно-медицинскую академию, крупный национальный общественный деятель, служивший врачом консульства в Урге. Если обратиться к общей грамотности бурят-казаков, то они, по данным Куломзинской комиссии, стояли почти на одной ступени с бурятами ясачными, а именно в Троицко-Савском округе грамотных казаков было в 1897 году 21,3%, а в Селенгинском 23,5%, тогда как у селенгинцев ясачная грамотность составляла 23,3%. Что касается казачьего русского населения, то у него грамотных по Троицко-Савскому округу было 57,7%, по Селенгинскому 43,3%. Школ в казачьих поселениях бурят было 8, в 4 раза меньше, чем у русских казаков. В национальной культуре бурят-монголов в Забайкалье громадную роль играл буддизм, или вернее ламаизм. Он привлекал в духовные общины массу мужского населения, при этом духовных у казаков в процентном отношении едва ли не было меньше, чем у ясачных. В первое время вопрос о вступлении в духовное звание не встречал затруднения, так как всякий бурят-казак мог высылать за себя наемного человека, но в последние полстолетия, когда буряты сравнялись с русскими в отношении отбывания воинской повинности, вопрос стал более сложным. В общем, за исключением так называемых штатных лам, все отбывали службу. Поэтому буряты-казаки, сделавшись ламами или учащимися в дацанах, на время действительной службы оставляли дацаны. В связи с проповедуемым ламаистским учением, отречением от мира, прохождением службы вдали от родины, в
казарменной обстановке, непривычной для кочевников, среди чужих по языку людей очень тяжело отзывалось на психологии бурят-казаков, кои на каждом шагу встречали на службе и частной жизни высокомерное, пренебрежительное отношение к себе. Все это заставляло их нести казачье воинское звание только принудительно. Наилучший случай избавиться от этого звания и обязанностей военного сословия нашелся в революции, о чем сейчас будет сказано в заключении. Конец 15 части. В следующей, 16 части, прослушаем 6 главу исторического очерка Забайкальское бурятское казачье войско, которое называется «Последствия революции».